Миссис Аланла. В этом видео я хотел поднять такой вопрос, который, наверное, уже летает в воздухе и будоражит умы многих тех, кто головой не только ест, но и мыслит ею. Это мысль о том, что вот эта вот война между Россией и Украиной – это не просто очередная войнушка империи, а это война, которая, наверное, раз и навсегда поставит черту между нами, аланами, и россиянцами, Карачаево-Марачаево, балкарцами, тимуровцами, текметоидами и прочими различными диковинными, фантастическими существами, которых придумала Россия назло нашему народу. Так вот, я думаю, что все маски уже окончательно сброшены, и пора говорить открыто обо всем. Провести, скажем так, ревизию нашей истории, нашей культуры, нашего языка. Я напомню, что, по моему личному мнению, между аланским языком, аланским диалектом тюркского языка и тем, что называется карачаево-балкарский язык, лежит огромная пропасть, как минимум в плане того, что в аланском языке у нас есть все необходимые термины, все, что нам нужно для полноценной деятельности в любой сфере, будь то политика, будь то компьютерные технологии. Ну, в общем, у нас есть в языке вся та терминология, которая полностью вырезана в так называемом карачаево-балкарском варианте. Я считаю, карачаево-балкарский язык — это суррогат, так же, как и я считаю, что суррогатом является, в принципе, вся эта концепция карачаево-балкарства. Я думаю, это все конструкторы России, и никак не имеет это отношения к нам. Я считаю, что вот эта война, она пролегла между каждым, у кого есть мозг, между каждым разумным аланом и всеми теми россиянцами, которые поколениями служат делу подчинения нашего народа Российской империи. Такие вот у меня мысли. Если вы согласны или не согласны, жду от вас аргументированных ответов. Эсен Кюрешчаи Кяланла.